А можно ли, добрый. да, можно ли фальсифицировать выборы в пользу Александра Григорьевича Лукашенко? Вітаю! Хутка адбудуцца выбары дэпутатаў у палату прадстаўнікоў, калі я правильно зразумеў. Выбары ў Беларусі пры Лукашэнку працэдура абсурдная, таму не то дзеля хайпа, не то дзеля правакацыі я патэлефанаваў у ЦВК з простым ды дурным пытаннем, на якое можна было дзяжурна адказаць. Але ж чалавек на тым канцы дрота чамусьці завіс. Такога я не чакаў. Паслухайце самі. Еще раз. Можно ли фальсифицировать выборы в пользу Александра Лукашенко? Вы знаете, на данный момент будут проходить парламентские выборы, поэтому ваш вопрос выходит немножечко за пределы того, что той избирательной кампании, которая происходит на данный момент. Тогда или нет? Можно или нельзя? У вас есть право изложить все в письменном обращении. Хорошо. Можно ли фальсифицировать выборы за какого-либо депутата? Тоже второй вопрос. Поэтому предлагаю вам, еще раз повторяю, предлагаю вам изложить все в письменном виде. Хорошо, я изложу, но вы зачем там сегодня? Ваш вопрос уже многослойный, поэтому вот я предлагаю вам самый оптимальный вариант для вас. То есть вы не специалист в этой области? Этого я не говорил, я просто говорю вам наилучший вариант конкретно для вас. Насколько я знаю, в законодательстве сказано, что выборы нельзя фальсифицировать, это вообще уголовное преследование за это. Верно? Цитировать вам дословно не буду, я выше вам подсказал наилучший вариант решения вопроса. Я так понимаете, что вы работаете в Центральном избирательном комитете Республики Беларусь и не владеете такой информацией? Я владею, но так как ваш вопрос многослойный, то, естественно, в вашем случае лучше подать письменное обращение. Как вас зовут? Конкретно в моем случае могу не представляться. Почему? В данном случае это мое право. Вы тайный сотрудник? Нет. Нет? Опять же, на ваш вопрос я уже ответил выше. Госорганы у нас работают открыто и гласно? Это уже прозвучал третий вопрос с вашей стороны. Государственная служба основывается на принципах верховенства Конституции Республики Беларусь, служения народу Республики Беларусь, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина, гарантии их реализации, гуманизма, социальной справедливости, гласности, в конце концов, гласность, профессионализма и компетентности государственных служащих, чего мы не назираем зараз, подконтрольности и подотчетности государственных служащих, персональной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной, своевременной информации о деятельности государственных органов. Государственные органы должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права их свободы личности. Здравствуйте, а вы звонили уже? Да, я звонил, а вы так и не представились. Смотрите, я вам уже ответил на ваши вопросы, на все три, попросив в письменной форме изложить то, что вы изложили выше. Так а звать вас как? Смотрите, направьте ваше обращение в письменном виде. Так если я хочу пожаловаться, на кого мне жаловаться? Пишите обычное обращение в письменном виде. А кто сегодня был на телефоне? Кого мне писать? Смотрите, в чем дело. У меня есть право не говорить. Хотя, смотрите, вы уже
Вы звонили, и вам было предложено, исходя из ваших интересов, в письменном виде отправить обращение. Мужчина, у вас есть право не представляться, так? Вы работник какой организации? На данный момент ЦИК. ЦИК работает открыто и гласно? Но вы же уже задавали эти вопросы. Ну, я вас спрашиваю, ЦИК это секретная, закрытая организация? Мы возвращаемся к одному и тому же. Вы не секретный сотрудник, у вас есть имя, фамилия и должность. Я прошу в соответствии с законодательством назвать мне вашу должность, имя и фамилию. Ну, смотрите, на ваши вопросы я ответил. Нет, вы не ответили на мои вопросы, вы же только задумывались. Ответил на ваши вопросы, исходя же вашего предыдущего телефонного звонка. Да не ответили вы ничего, поэтому я и спрашиваю, как вас зовут, чтобы пожаловаться на вас. Смотрите, на ваш вопрос я ответил уже исчерпывающе, то есть предложил вам обратиться в письменном форме. Да что это такое? Лукашенко наш президент, значит, принимает законы, подписывает их. А никто его не уважает, никто не слушает. Так что, мне напрямую в администрацию жаловаться? Как вас зовут? Повисите пока на линии, пожалуйста. Вы что, боитесь назвать свое имя и фамилию? Я не понимаю. Вам страшно или что? Вы почему там работаете вообще? Позовите кого-нибудь компетентного. Кто у вас там главный? Перезвоните минут через 10. Якія яны могуць выбары правесці, калі баяцца прадставіцца. Праз 10 хвілін ён уже не падымаў слухаўку. На наступны дзень я патэлефанаваў зноў. На лініі была куды больш адкрытая і смелая жанчына. Центральная избирательная комиссия. День добрый, девушка. Добрый. Подскажите, с кем я общаюсь? Сотрудником Центральной избирательной комиссии. Как вас зовут? Полина Александровна. А фамилия? Шестунова. Спасибо большое, Полина Александровна. Меня зовут Паук Андрей Владимирович. Запрещено ли в Республике Беларусь фальсифицировать выборы? Ну, безусловно, да. Это нарушение избирательного законодательства. Замечательно. Скажите, а почему же мы не принимаем меры с теми фактами, когда действительно происходят фальсификации выборов? У вас какой-то конкретный вопрос в рамках текущей электоральной кампании? Да, да. Так какой вопрос в рамках данной кампании избирательной? Я хочу сфальсифицировать выборы в пользу мне понравившегося кандидата. Хотел бы, чтобы он выиграл. Попробовать можно. Нет, нельзя. Ну, если вы так утверждаете, то, пожалуйста, попробуйте. Приезжайте в страну, мы вас встретим и, пожалуйста. Приезжать в страну, да? Встретите меня и посадите. Мы вас будем ждать. Потому что я хотел бы вам напомнить случай с Сергеем Сташевским. Имея опыт прошлых фальсификаций в пользу Александра Григорьевича Лукашенко, можно ли допустить, что можно воспользоваться подтасовкой голосов в пользу нужного кандидата? Вы знаете, у нас есть основания признания выборов недействительными, поэтому в случае установления нарушения избирательного законодательства соответствующей территориальной или окружной комиссии или центральной избирательной комиссии может быть принято решение о признании выборов недействительными в таком случае. Даже так? Первый раз про это слышу. Вось вы задумываліся, а навошта наогул гэтыя выборы? Людзей гэтых прасіць нешта выбіраць, а людзі разбіраюцца ўвогуле, што яны выбіраюць, каго. Зараз разбіраюцца. У гэтым я ўпэўнены. За домахазяйку, за конюха, за водителя, за лекара, толькі мне Лукашенко. Оказывается, выборы можно признать несапраўднымі праз фальсификации. Толькі колькі іх патрэбна фальсификаций, каб ЦВК узбудзіўся? Напишите ў каментарах. Раней я пытаўся ў работнікаў юстыцыі, ці ўсе роўныя перед законом, роўныя ўсе. Але ж даводзіцца, што інагда просто не да законаў бывае, асабліва калі праігрываеш выборы. А што наконт выбараў дэпутатаў, то яны таксама, дэпутаты, не палепшаюць нашу якасць жыцця. Некаторым я з іх патэлефанаваў, і пра гэта вы дазнаецеся ўжо ў наступных перадачах. А на сёння ўсё. Жыве Беларусь. Да сустрэчы ў эфіры.
Так а чего вы не хотите быть депутатом? Вы от вашего помощника спрашивал, у Ирины Николаевны, вы порядочный человек. Я понял, что это не мое. Мне производство больше подходит. Так а чего вы туда и шли, когда вы поняли, что не ваше? Ну, сразу я думал, что больше пользы принесло. Ну, Не получилось больше. не получилось больше принести пользы, да.